Интернет дело такое, он имеет свойство заканчиваться, и получается довольно символичный ролик, с учетом того, что YouTube пытается замедлять. Поэтому подпишись на меня в телеграм-канал, чтобы чуть что не потеряться. А сегодня в видео ты найдешь 25 крутых игр без интернета для своего телефона или планшета. И как обычно, всем привет, братюни-сестрюни, меня зовут Лайк. Ставь лайк, если хочешь, чтобы YouTube оставили в покое. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а пока интернет есть и YouTube еще работает. У моего друга есть для тебя новости. Недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Эта игрушка позволяет нам окунуться в роль управляющего магазином, где вы будете пополнять полки, устанавливать цены, управлять персоналом и разрабатывать дизайн магазина. Это по идее полноценный симулятор с такими функциями, как онлайн-заказы, доставка, борьба с ворами, ну и всяческое обеспечение. И игра бросает вам вызов вырастить свой большущий магазин. В целом очень круто, поэтому советую поиграть. Тут будет возможность спуститься со множества склонов, набрав невероятную скорость. Поднимайтесь в воздух так высоко, как сможете. Старайтесь выполнить как можно больше красивых трюков. Вы сможете прокатиться на 15 самых разных локаций, а также выбрать любого из 11 райдеров. Не забывайте повышать характеристики вашей доски, чтобы скорость и возможность подпрыгивать была еще больше. Ну а мы с тобой двигаемся к следующей игре. Наверное, в мире нет ни одного геймера, который хотя бы раз не слышал про эту игру. Да, и это настоящий оригинальный Counter-Strike 1.6. Теперь в него можно поиграть и на наших мобилках. Этот шутер не требует лишних представлений. Командные битвы на картах, которые многие из нас знают на память. Но что примечательно, в этой версии есть даже полноценные боты. Так что вы всегда сможете просто потренироваться. Управление также заслуживает похвал. Хотя поначалу будет немного сложно, а потом легче. Время взять оружие и вернуться в старую добрую CS 1.6. А инструкцию, как поиграть, ищи у меня в телеге. Но мы с тобой двигаемся к следующей игре. Как попасть в семью лайтов? Братишка, все довольно просто. Тебе нужно подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. А также, скорее всего, подписаться на телегу. И добро пожаловать в нашу дружную семью лайтов. Здесь вы окажетесь в мире, где тысячи лет люди жили в мире и процветании. Однако Земля часто привлекает могущественные, а порой и темные силы, как произошло и с этой планетой. Многие люди внезапно были заражены неизвестной болезнью, отчего у них потемнели глаза, и они полностью потеряли контроль над собой, превратившись в демонов. Теперь любой, кто взглянет в их глаза, тоже превратится в чудовище. Именно поэтому нужно было найти особый способ для их уничтожения. Наш герой является одним из тех, кто может противостоять темной силе, благодаря особым умениям ведения боя, где боец в основном ориентируется не на зрение. Таких воинов называют теневыми охотниками, и они способны в одиночку справиться с большим количеством противников. А сеттинг средневековой Японии дает крутую атмосферу. Хоррор от первого лица, в котором вас будет преследовать мясник. Придется использовать найденные предметы, чтобы открывать двери, решать головоломки и на время оглушать противника. Цель игры проста. Необходимо выбраться живым из огромного особняка. Нужно бесшумно, не привлекая внимания, перемещаться по огромному дому. Пробирайтесь сквозь длинные коридоры и исследуйте каждую из комнат. Персонаж способен прятаться в вентиляционных шахтах, устанавливать капканы, взламывать замки и всячески избегать контакт со злодеем в
в маске. Старайтесь не оборачиваться, когда за вами начнется погоня. Опрокидывайте подручные предметы. Вы будете не просто выбираться из ужасного места, но и разгадывать его страшные тайны. Почему маньяк выбрал именно вас? И что вообще случилось? Это квест, что не оставит равнодушными поклонников необычных приключений. Главный герой, засыпая, не подозревал, что окажется в ловушке из собственных сновидений. Ему необходимо найти способ выбраться из странного и одновременно завораживающего лабиринта. Тут у нас отличная графика. Использование оптических иллюзий для того, чтобы запутать вас. Десятки головоломок, неявных путей и спрятанных секретов. Только нестандартный и зачастую интуитивный подход позволит продвигаться дальше и открывать новые локации. Часто эту игру называют лучшей на Apple девайсах за всю историю существования. Цель в игре – это провести персонажа через пропасть, чтобы спасти божество. Каждый сделанный выбор влияет на исход игры. Удивительно, но такая чувствительность к действиям игрока обеспечивается движком на искусственном интеллекте. Вы можете освоить более 200 боевых скиллов, а также играть в команде в режиме разделения экрана. А если коротко, то Divinity – настоящий идеал глубокой, качественно сложной и продуманной игры. Сама она жанрово напоминает ту же балду, но со своей атмосферой и сюжетом. И как ты уже, наверное, понял, она доступна, к сожалению, только на Apple девайсы. Симулятор торнадо с крутой физикой и полностью разрушаемыми объектами. Игра, в которой каждый сможет ощутить разрушительную силу торнадо и уничтожить несколько десятков сооружений. Доступно множество уровней, где за определенное время следует выполнять определенные задачи, которые помогут перебраться на следующий этап. Каждый раз вы будете начинать с роли небольшого смерча, который в конечном итоге может вырасти до гигантских размеров, который обладает разрушительной силой и способен выкорчевывать деревья, сносить дома, сараи, автомобили, электростанции и прочие сооружения. А лучше всего не вставать у природной стихии на пути. В этой игре вы должны попробовать себя в роли мрачного жреца, который спустя длительное время получил вакантное место в офисе. Естественно, ему предстоит не просто перебирать бумажки, а вершить судьбу миллионов людей по всему миру. Именно он будет решать, кому жить, а кому придется погибнуть во благо остальных людей. Все выборы влияют на развитие сюжета и полностью ложатся на совесть главного героя. Стоит отметить, что мир будет меняться и адаптироваться под тех людей, которые остались живых, а виновником всему будете вы. А выполнение заданий приносит деньги, которые можно будет тратить на приобретение вещей и аксессуаров для рабочего стола, бонусов, ну и прочих улучшений. К особенностям игры можно отнести нелинейный сюжет, несколько секретных концовок и наличие черного юмора. Одна из немногих игр, которые дают полную свободу действий с открытым миром. Здесь вы сможете делать все, что захотите. Выбирайте задания сами, и только те, которые хочется. Выбирайте, хотите ли вы мочить преступников или путешествовать по огромному миру. В игре отличная графика и геймплей, а наш персонаж умеет стрелять и также неплохо бьется в рукопашную. Большие города, множество заданий, огромный игровой мир. Здесь можно путешествовать и быть уверенным в том, что игра на долгое время затянет. Также вы можете играть как от первого, так и от третьего лица. Это прикольное приключение, где главный герой для проведения ритуала взросления отправляется на необитаемый остров. Некогда там кипела жизнь, а теперь все заброшено и разрушено. Персонаж решает восстановить это место, тем самым доказав свою самостоятельность. Ну а нам придется помочь ему в этом нелегком, но увлекательном пути. А начать предстоит с самого себя. Необходимо построить убежище, научиться добывать провиант, крафтить из найденного разные полезные вещи и так далее. Это игрушка про Бэтмена, интерактивный кинчик. Здесь нет стандартного геймплея, где вы с первых секунд управляете главным героем и проходите миссию за миссией. Вам предстоит принимать участие в сюжетных сценах, принимая определенные решения. Например, выбирать варианты ответов в диалогах, от которых будет зависеть дальнейший ход событий. Окунитесь в коррумпированную среду Готэма в обличии сломленного Брюса Уэйна и убедитесь, что каждое решение имеет серьезные последствия. От вас зависит судьба хранителя города Бэтмена.
Крутой хоррор, где вас ждет темный и опасный мир, который будет напоминать вам страшную детскую сказку. Вы познакомитесь с главной героиней по имени Шестая. Вам предстоит помочь ей найти выход из атмосферного и загадочного судна, которое наполнено блуждающими душами, ищущими новую жертву. Игра порадует приключениями, где вы посетите самые невообразимые локации, такие как страшный кукольный домик, выглядящий словно жуткая тюрьма. Здесь вам предстоит встретиться со своими детскими страхами лицом к лицу на территории жуткого судна и решать головоломки. А все это будет сопровождаться зловещими звуками. Родители главного героя не хотят, чтобы их сын вырос необразованным балбесом, поэтому они посадили его под домашний арест до тех пор, пока он не исправит свои оценки в школе. Вы же, в свою очередь, должны будете помочь молодому бунтарю в его рвении оказаться на улице. Сделать это непросто, учитывая постоянное нахождение родителей в соседских комнатах. Попробуйте перехитрить родителей и выбраться на улицу, где вас уже ждут любимые друзья. Вся сложность кроется в том, что родители будут прислушиваться буквально ко всем звукам и наблюдать за главным героем. Игра поделена на 3 акта. Это побег, забава и ужас. Но в текущий момент вышел только первый, поэтому остальные придется ждать, либо перепроходить первый. В целом прикольно, поэтому советую поиграть. Можно привет от тебя. Я, кстати, люблю шутеры. А ты? Братишка, без проблем. Динозавр, привет тебе. Да, я шутеры тоже люблю, но в большей степени мои предпочтения падают к экшен-играм. Кстати, братишка, напиши ты в комментариях, какой жанр игр любишь. Будет интересно почитать. Это порт, но уже с ПК на тему зомби-апокалипсиса. Нет, вы не будете здесь спасать планету от распространения вируса, который превращает людей в зомби. Вы будете тем, кто распространяет этот вирус. Соберите свою армию зомбаков, охватывая эпидемии все больше и больше территорий. Проходите уровни и открывайте новые возможности по части мутаций. Особенность этой игрушки в том, что зомби сами по себе обделены интеллектом, и поэтому их нужно самому ограждать от опасностей и помогать им побеждать людишек. Сама игра немножко с оттенком безумия, что выглядит даже прикольно. Это переиздание всеми любимых черепашек-ниндзя в старом стиле. И вновь команда зеленых воинов во главе со Сплинтером бросает вызов злобному клану Фут и главному злодею Шреддеру, чтобы помешать им с очередной попыткой захватить мир. Игра выдержана в лучших традициях золотых игр 90-х годов. Те, кто помнит эти прекрасные игры на приставках Sega или Dendy, точно кайфанут. Есть возможность сыграть за любого персонажа, включая мастера, Кейси, Эйприл, прикольная анимация и множество приемов у каждого бойца. Все это в новых черепашках-ниндзя. К особенностям игры можно отнести новая игра в старом добром стиле, отличная анимация и хороший сюжет. Крутые гонки, где нас ждет открытый мир. Прикольная графика и полицейские погони. Ничего не напоминает? В игре множество режимов, например, дрифт-заезды, прохождение сложных трасс на время, драг-рейсинг, и многое другое. Помимо авто, нам будут доступны мотоциклы, грузовики и даже соревнования на вертолетах. А самое главное, мы сможем менять как внешний вид, перекрашивать кузов, подбирать диски, устанавливать спойлеры, но и погружаться в технические параметры своего авто. Доступно огромное количество деталей, от выхлопных и тормозных систем до установки закиси азота. К особенностям игры можно отнести открытый мир, и она веет той самой ностальгией по МФС. Тут нам придется тестировать автомобиль на прочность. На специальной площадке у нас будет новенький пикап, который должен пройти серию испытаний, прежде чем он отправится на дороги общего пользования. Доступно 2 локации. Одна предназначена для проведения непосредственно краш-тестов, а другая предлагает испытать автомобиль на прочность в реальных условиях. Перемещайтесь по возвышенностям, крутым склонам и прочим неровностям. Физика в игре очень реалистичная. Любое столкновение приведет к повреждению кузовных деталей и нарушению управляемости. Предусмотрено несколько типов испытаний, которые позволяют проверить подвеску, прочность рамы, подушки безопасности, колесную базу, и многое другое. В целом круто и напоминает ту же Бимку.
Это игрушка со знакомыми червячками Worms, в котором вы будете командовать червяками, используя разное оружие и тактики, чтобы победить друзей на одном экране, ну или попроходить в одиночку разные задания. Вы будете сражаться на разных картах, используя тактику и оружие, чтобы уничтожить другие команды червяков. Также тут будет доступ к большому арсеналу оружия, включая гранаты, ракетницы, взрывчатки, ну и многое другое. Кроме того, вы сможете создать свои собственные команды червяков и улучшать их навыки, чтобы сделать их более сильными и устойчивыми. Это очень крутой платформер, который был до этого доступен на игровых консолях. Здесь вы погрузитесь в глубины мегаполиса, где постоянно происходят стычки с бандитами за право контролировать большую часть города. Вы же предстанете в роли наемника, что собрался в одиночку противостоять всем 4 мафиозным группировкам для того, чтобы остановить их и возродить мирную жизнь на улицах каменных джунглей. Понадобится добраться до главарей банд и как можно скорее их уничтожить. Однако для этого нужно будет сразить на своем пути десятки противников, которые намерены вас остановить. Но сделать это будет совсем непросто, так как вы профессионал своего дела и вооружены до зубов. К тому же вас ожидает увлекательная сюжетная линия, где вы сможете получше познакомиться с действующими героями и почувствовать себя частью этой истории. Игрушка основана на аниме «Атака титанов». Вам предстоит выбрать героя и встать на защиту города от кровожадных монстров. Используйте все способности и навыки героев, чтобы отстоять великую стену и не дать врагам прорваться сквозь нее. В игре предусмотрено несколько режимов, и отличаются они сложностью и наличием ботов на карте, которые могут как помогать в уничтожении титанов, так и наоборот мешать вам. А в быстрой игре необходимо будет расправиться с указанным количеством титанов, используя для этого реактивные ранцы и острые клинки. Персонаж может ускоряться, цепляться за здания титанов и наносить быстрые и точные удары. У игры невероятно динамичный геймплей. Нельзя стоять на месте, иначе вас поймают и уничтожат. Между поединками можно открывать новых героев и кастомизировать их на свое усмотрение. Это захватывающая динамичная игрушка, в которой вам предстоит выполнять довольно сложные и зрелищные трюки на мотоциклах. Также на каждом уровне понадобится проезжать целую полосу препятствий, отчего в игре присутствуют элементы гонки и платформера. С самого начала вы сможете выехать на вашу первую трассу, которая расположена в городских локациях. Вам предстоит перепрыгивать через ящики, бордюры, крыши, трамплины и многое другое. По мере игры сложность будет увеличиваться, но и вы сможете прокачать байки или же покупать более новые. Это прикольная игрушка, рассказывающая о человечестве после Великого потопа. Планета практически полностью погрузилась под воду, а остатки людей ютятся в подводных базах, находящиеся все время под угрозой самых разных проблем. Их решением и предотвращением предстоит как раз таки заняться нам на протяжении всего времени. Главное никогда не забывать проверять уровень кислорода в баллонах. Кстати, она отдаленно напоминает ту же Сабнавтику. Тут нам предстоит отправиться в опасный мир, а играть нужно будет за бродягу, который блуждает по опустошенным землям в поисках сокровищ и ценных ресурсов. Главному герою предстоит найти утерянные и давно забытые знания, технологии прошлого, которые помогут вернуть миру былой вид. Игра выполнена в формате приключенческого рогалика. Вы сможете собирать ресурсы, улучшать оружие, изучать новые полезные способности и исследовать этот довольно большой и мрачный мир. Вы выступаете в роли короля и будете решать проблемы обычных людей и государства, принимая непростые решения. Сюжет игры отправит нас в далекое королевство под названием Давер. В этом выдуманном мире есть не только обычные люди, но и жуткие монстры, а также волшебство. И каждый день в королевство будут приходить люди со всей округи. Нужно принимать их и помогать им, но иногда придется жертвовать чем-то ради достижения поставленных целей. Вам повстречается немало совершенно разных персонажей со своими характерами и желаниями. Нужно помнить, что не все они желают вам добра. Некоторые способны на подлость и готовы на все ради свержения власти.
Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это прикольная игрушка про боксера, который идет только вперед. При этом это вторая часть, которая должна выйти вот скоро. Ну и поэтому ждем. А меня звали, как всегда, Лайк. Ставь лайк, подписывайся на канал, а также на мою телегу, чтобы не потеряться. И всем пока-пока.